Хабиб, поздравляю с победой. Я думаю, мы все впечатлены твоим выступлением. А что ты сам думаешь о своем бое? Привет, парни. Очень рад увидеть вас после боя. Когда в начале этой недели я сказал о том, что я готов драться с Тони, а через пару часов, после небольшой передышки, я готов драться с Конором, люди подумали, что я занимаюсь трэш-токингом. Но сейчас, после боя, с одним из лучших ударников в UFC на данный момент, верно? После 15 минут боя и в стойке, и в борьбе, я чувствую себя свежим. И я чувствую, что сейчас я готов выйти на еще один бой. Я чувствую себя просто прекрасно. Спасибо вам. Ты довольно долго не выходил на бой. Чувствовал ли ты, что, как говорится, тебе нужно сбросить ржавчину? Что ты чувствовал в начале боя? Перед боем я говорил с Хавьером Мендесом, и он сказал мне: тебе нужно сосредоточиться на бое. Ты улыбаешься, ты расслаблен, тебе нужно сосредоточиться. Я ответил ему: не волнуйся, я сосредоточен. Просто я хочу насладиться моментом. В прошлый раз я дрался в ноябре, год назад. Я хотел насладиться этим. Перед каждым боем я становлюсь лучше. Об этом я и говорил. И когда я сегодня вышел в клетку, я показал, что я улучшил свою ударную технику, я стал спокойнее, и это очень важно. Когда ты выходишь в клетку, ты должен драться спокойно, но ты не можешь быть спокойным, если ты не тренируешься, не спаррингуешь с топовыми бойцами, с лучшими бойцами. Именно это дает тебе уверенность в себе. После этого ты увереннее выходишь на бои. Я считаю, что мое время пришло. Мне 29 лет. Я чувствую себя отлично во всех аспектах. Что касается силы, что касается борьбы, грэпплинга, ударной техники. Я пару раз пробивал Барбозу ударами с ног. Люди думали, что он будет бить меня киками. Но я пробивал его пару раз. Спасибо. После боя ты подошел к Дани Уайту и что-то сказал ему. Можем ли мы узнать, о чем именно у вас был разговор? После первого раунда я сказал ему: Дана, хочешь поговорить? Он сказал: конечно, давай. Я подумал, что еще один раунд в таком стиле, и я ему кое-что скажу. После второго раунда я сказал ему: Дана, что ты думаешь о моем выступлении? Он сказал мне: я думаю, у тебя все под контролем. Когда я выхожу в клетку, я хочу насладиться моментом. Был момент, когда я почти забрал спину Барбозы, и его тренер Марк Генри сказал: Эдсон, не отдавай ему спину. Я ответил: он прав, не отдавай мне спину. Я люблю немного разговаривать во время боя, но это не трэш-токинг. Это настоящие факты. Так и есть. И я наслаждаюсь моментом, поэтому я это и делаю. Тебя, похоже, больше интересует бой с Тони Фергюсоном, но если Конор Макгрегор скажет, что он готов выйти на бой с тобой и поставить свой титул на кон, примешь ли ты этот вызов? Заинтересует ли это тебя? Конору нужно заслужить такой бой. Потому что настоящий пояс — это 25-0. Это настоящий пояс, а не фальшивый пояс. Но если говорить серьезно, я считаю, что у Тони Фергюсона настоящий пояс. Конор, у него был только один бой в легком весе. И после этого он стал чемпионом. Он победил Эдди Альвареса, и все. Он хороший боец, но он не чемпион. Он хороший боец. Многие могут победить его в легком весе. Это я так считаю, это мое мнение. Многие могут победить его в легком весе. У него хороший бокс, хороший тайминг, но у него нет борьбы, нет грэпплинга, нет выносливости. Но у него настоящий пояс. Тут дело не в нем. Дело в том, что UFC хотят, чтобы у него был этот пояс. Он пришел в легкий вес, провел один бой, и он настоящий чемпион. Я думаю, что это какое-то безумие. Спасибо. Хабиб, здесь, слева.
Поздравляю тебя с победой и с новорожденным сыном. Ты сам про это не говорил, но ты дрался в тот же день, когда ты стал отцом во второй раз. Каково было узнать такие новости сегодня с утра? И когда ты узнал о том, что у тебя родился сын? Когда Конор должен был стать отцом, он говорил об этом весь год. Когда у него должен был родиться сын, все фанаты ММА ждали этого. Но я знал, что мне нужно принять этот бой, поэтому я приехал сюда. Я пару месяцев жил в Сан-Хосе, Калифорнии. Я был сосредоточен на поединке, и сегодня я стал отцом, я победил, я получил бонус за свое выступление. Сегодня у меня очень хороший день. Есть причина, по которой ты не говоришь об этом. Я думаю, многие даже и не знали, что у тебя есть дочь. Многие даже и не знали, что ты женат. Есть ли причина, по которой ты не говоришь об этом? Потому что я хочу защитить свою семью от лишнего внимания СМИ и от всего остального. Иногда СМИ это хорошо, но иногда это становится просто сумасшествием. Вы не можете всегда быть раскрытыми для СМИ. Извините, но это правда. Я думаю, вы согласитесь с этим. Я не хочу, чтобы люди постоянно следили за моими детьми. Поэтому я и пытался защитить свою семью от этого. Я не хочу постоянно выкладывать фотографии, говоря, это моя дочь, это моя жена, это мой сын и так далее. Это моя жизнь. Мой отец знает, моя мама знает, мои лучшие друзья знают, мой брат знает. Я думаю, что мой дедушка тоже в курсе. Спасибо. Мы сегодня впервые говорим с тобой после окончания весогонки. Можешь ли ты рассказать об этом процессе? И помогла ли тебе успешная весогонка успешно выступить сегодня? Как это повлияло на бой? Знаете, у меня никогда не было проблемы именно с весогонкой. Моя главная проблема — это травмы. Потому что я очень упорно тренируюсь. Потому что я не тренируюсь, как остальные бойцы UFC. Я тренируюсь гораздо жестче. И мои напарники знают об этом. Близкие ко мне люди знают об этом. В последние пару лет я пытался кое-что изменить, и кое-что у меня получилось. Я многое поменял, но сама по себе весогонка для меня не проблема. В этом тренировочном лагере я был абсолютно здоров, со всех сторон. И с коленями все в порядке, и со спиной. Я был просто на пике. И поэтому весогонка прошла без проблем. В этом тренировочном лагере я чувствовал себя хорошо, поэтому я и сделал вес. Когда я здоров, я буду делать вес. Сейчас я надеюсь, что следующий год у меня будет активным, что я смогу оставаться здоровым, без травм. Свой следующий бой я планирую на апрель-май перед Рамаданом, потом бой в сентябре и потом в декабре. Это мой план. В 2018 году я хочу драться 3 раза, если не будет никаких травм, я надеюсь. Хабиб, первый вопрос. Майк Тайсон смотрел твой бой. Когда ты уходил из клетки, ты разговаривал с ним? Ты виделся с ним после боя? Да, я говорил с ним, когда я приезжал в Вегас в прошлый раз. Я говорил с ним в его доме. Он пригласил меня. И я очень большой фанат Майка Тайсона. Я очень большой фанат Мухаммеда Али. И я хочу быть величайшим не только в клетке, но и вне ее. Потому что, когда ты стал чемпионом в своем спорте, это еще не все. Ты должен также быть чемпионом вне спорта. Мухаммед Али это прекрасный пример. В смешанных единоборствах я люблю следить за такими людьми, как Федор, Джордж Сен-Пьер. Но ты не можешь творить что-нибудь сумасшедшее вне клетки, даже если ты победил всех в самой клетке.
Ты должен быть чемпионом и там, и там. Такие люди, Майк Тайсон, для меня большая мотивация. Ты фанат Майка Тайсона, ты знаешь все, чего он добился. Теперь Майк Тайсон смотрит твои бои и говорит, что он твой фанат. Насколько для тебя это важно, понимать, что такой человек, как Майк Тайсон, наблюдает за тобой? Знаете, впервые я посмотрел бой Тайсона в феврале 2003 года. Я хорошо это помню. Это был его бой против Клиффорда Этьена. Он нокаутировал его. Я смотрел его бой в 5 или в 6 утра по московскому времени в прямом эфире. И, конечно, я не мог представить себе в 2003 году, что через 14-15 лет Майк Тайсон будет смотреть мои бои, что я покажу выступление вечера в UFC, и Тайсон будет смотреть мой бой. Для меня это буквально мечта, ставшая реальностью. И ты никогда не знаешь, что случится завтра. Но ты должен идти к своей мечте, даже если тебе мешают травмы, операции. Несмотря ни на что, ты должен продолжать, ты должен оставаться сосредоточенным, идти к своей мечте. И еще пару вопросов по поводу Эдсона. Во-первых, был ли ты удивлен тому, что он смог продержаться до конца боя? Учитывая, через что он прошел, он продержался до конца. И второй вопрос... Его кики. Насколько тебя волновали его кики? Потому что даже после 2 жестких раундов он все равно пытался попасть по тебе большим киком. И он многих ими нокаутировал. Я думаю, если вы выходите в клетку и бьетесь против Эдсона, и при этом не думаете о его киках, то вы не очень умный боец. Каждый раз, когда его кики попадали по мне, по колену, по ногам, по локтям, каждый раз я чувствовал боль. Но я думал, конечно, если мы вышли в клетку, конечно, он будет пробивать меня ногами, но этого недостаточно для того, чтобы нокаутировать меня. Я продолжал идти вперед. Когда он бил по мне, я думал, нет, завтра я не хочу чувствовать боль, когда я буду сидеть в самолете и лететь обратно в Россию на протяжении 15 часов. Я не хочу чувствовать боль в это время, я должен что-то поменять. Я думал об этом прямо по ходу боя в клетке. Я хочу высказать ему уважение. Я пытался завершить бой досрочно, но он очень серьезный соперник. Я очень уважаю его тренеров, Марка Генри и других его тренеров, Рикардо Альмейду. Я очень хорошо их знаю. Спасибо. Эдсон Барбоза принял этот бой, потому что он хотел проверить себя, он хотел принять этот вызов. Он знал, что это будет большой вызов для него. Спасибо. Хабиб, считаешь ли ты, что в данный момент ты слишком опасен для Конора? Ты и раньше не думал, что получишь бой с ним, но это выступление может только укрепить опасения. Я думаю, что любой может проиграть в любое время, никто не защищен от этого, все величайшие бойцы проигрывали. Но когда я иду в клетку, я не думаю о том, что я проиграю. Я не думаю об этом. Я думаю о том, что мне нужно поймать кого-то, ведь я же орел. Об этом я думаю. Если я встречусь с Конором, у него есть шансы с его боксом на несколько минут. Но что если я буду постоянно бороться с ним? Что если я не буду драться с ним стойки? Или что если я буду постоянно двигаться, постоянно то удар, то выход на тейкдаун, если я буду драться в стиле Кейна Веласкеса? У нас есть много разных способов. Я могу биться в стойке, я могу бороться, грэпплинг, выносливость у меня лучше. Я думаю, мое время пришло. Если честно, я не думаю о Коноре. Я не думаю о нем. Ему нужно вернуться, защищать свой пояс. А я хочу насладиться сегодняшней победой.
Хабиб, я думаю, что твое выступление было настолько доминирующим, что углу Эдсона Барбозы стоило задуматься о том, чтобы выбросить полотенце. Во-первых, согласен ли ты с этим? И во-вторых, считаешь ли ты, что мы должны видеть это чаще в этом спорте, в смешанных единоборствах, когда угол пытается защитить своего бойца? Нет. Я думаю, что так делать нельзя. Но если говорить об этом бое, насчет полотенца, я не знаю, но я бы точно не хотел, чтобы во время моего боя угол выбрасывал полотенце. Я не знаю, может быть в будущем это изменится. Не знаю. И второй вопрос. Ты говорил, что хочешь оставаться активным в следующем году. Если UFC войдут на российский рынок и проведут шоу в России, хотел бы ты выступить там? Почему бы и нет? Но UFC нужно хорошенько поработать в России. Я думаю, что они хорошо работают по всему миру, но в России они ничего не делают. Это мое мнение. Я здесь, я готов помочь им, но они не связывались со мной насчет раскрутки UFC в России. Я сам раскручиваю UFC в России без участия UFC, потому что я боец UFC, я должен это делать. Но если они будут работать над этим, я думаю, они должны связаться со мной, и мы будем делать это вместе. Ты приезжал в Дагестан в этом году, когда, летом или в сентябре, ты видел, сколько было фанатов, какое безумие творилось, большая арена, у нас есть большие арены повсюду, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Дагестане, у нас много фанатов. В UFC 15 или 16 бойцов из Дагестана и из других республик, со всей России. В UFC более 25 бойцов. Они могут сделать это, но нужно поработать. Я не знаю, но может быть мой следующий бой в России, почему бы и нет? Апрель, май. Моя мечта возглавить первое шоу UFC в России. Так что посмотрим. Я здесь, я открыт для того, чтобы помочь UFC раскручиваться в России. Я думаю, что это хорошая идея. Хабиб, один вопрос от меня. Я несколько раз видел твои бои вживую, но сегодня казалось, что зрители вели себя более активно, они больше поддерживали тебя. У тебя становится все больше фанатов, и здесь в том числе. И я помню, на этой неделе я был удивлен, когда увидел в Embedded, как фанат выбежал из своего дома для того, чтобы сфотографироваться с тобой, потому что он жил неподалеку. Это показывает, что у тебя все больше фанатов. Чувствуешь ли ты это? Чувствуешь ли ты, что люди все больше и больше узнают тебя и знают о тебе? Я думаю, что у меня много фанатов, и сегодня, когда я выходил в клетку, я чувствовал, что мои фанаты скучали по мне. Я это чувствовал. Насчет себя, насчет того, почему я интересен людям, я думаю, что я интересен фанатам, потому что они не понимают, кто это такой, откуда он взялся, что это у него на голове, что это такое. Люди заинтересованы в этом. Он разбивает всех в клетке 25-0. Кто он такой, откуда он взялся? Он вроде из России. Изначально с Кавказа, из Дагестана. Где он родился? Он родился в горах. Он боролся с медведями. Он просто сумасшедший. Люди думают об этом. Поэтому я им интересен. И я согласен с этим. Я согласен. И я буду продолжать идти к своей мечте. Моя мечта — завершить карьеру непобедимым, неоспоримым чемпионом UFC в легком весе и стать одним из лучших легковесов в истории. И я буду идти к этому. Поэтому люди заинтересованы во мне. И я всегда стараюсь радовать своих фанатов. Иногда они расстраиваются, потому что я получаю травмы, но они должны понимать, я получаю травмы, потому что я очень жестко тренируюсь, а я так тренируюсь для того, чтобы радовать их.
Сегодня я доволен, мои фанаты довольны. Спасибо большое всем СМИ. Спасибо UFC, Эдсону Барбозе, моей команде. Спасибо Али Абдалязизу, моему менеджеру. 4 года назад, когда я прибыл сюда, у меня была травма колена. 2 года назад я не дрался. И все это время он прикрывал меня. Он все делал правильно, и мы с ним отлично поработали. И теперь мы здесь. 25-0. Это не шутки. Я очень благодарен за это. Спасибо. Хабиб, как ты считаешь, будут ли у тебя проблемы с тем, чтобы Тони принял бой? Ты не думаешь, что Конор вернется? Но как ты считаешь, примет ли Тони Фергюсон бой с тобой в данный момент? Вроде бы он хочет драться с Конором. Я не знаю, где он. Все они болтают, когда я травмирован, но когда я здоров, их нету. Я хочу поймать кого-нибудь. Тони Фергюсона, Конора, неважно. Если они будут драться друг с другом, неважно. Если UFC бы это одобрили, я бы вышел на бой с ними в один вечер, и с тем, и с другим. Я не шучу, серьезно. И с тем, и с другим. Я могу победить их по очереди в один вечер. Почему бы и нет? Сейчас я свеж, а я дрался с Эдсоном Барбозой 15 минут. Может быть, мне нужно быть скромнее, но сегодня я хотел ответить им, потому что они болтали, пока меня не было, пока я был травмирован. Я не хочу получать травмы, я не хочу лежать в больнице, я не хочу попадать на операционный стол, но иногда это случается. Когда кто-то получает травмы, ты не можешь болтать всякое дерьмо об этом человеке. Тебе нужно быть скромнее, тебе нужно думать о своей работе. Но они болтали, пока я был травмирован. А теперь... Где они? Ну и мой последний вопрос. Как ты думаешь, если Конор смотрел твой сегодняшний бой, захочет ли он принимать бой с тобой после этого? Будет ли для него интересен такой вызов? Или ты думаешь, он не захочет связываться с таким уровнем? Вы спрашиваете меня о том, что думает Конор. Я понятия не имею. Я не знаю, смотрел он мой бой или нет. Мне все равно. Я выступаю не ради того, чтобы Конор смотрел мои бои. Я понятия не имею. Не знаю. Лично я всегда смотрю его бои, я смотрю бои моих потенциальных соперников. Я всегда думаю о потенциальном бое. Я смотрел бои Эдсона Барбозы на протяжении 5 лет. И я все время подмечал что-то, потому что я профессионал. Это мой вес, я слежу за своими соперниками. Иногда кто-то спрашивает у него, что ты думаешь о нем, и он отвечает: ой, я не знаю, он вообще в каком весе, полусреднем или легком. Он врет. Он врет. Если ты профессионал, ты следишь за своими соперниками. Я знаю всех бойцов UFC. Я знаю не только бойцов, я знаю тех, кто работает в UFC. Потому что я фанат этого спорта. Я иду за своей мечтой. Я люблю все это. Он тоже это все знает, но он ведет себя высокомерно, мол, я не знаю, откуда он вообще, из полусреднего веса, из легкого, я не знаю, кто это. Я не хочу быть таким, как он. Я смотрю его бои, я смотрю бои всех своих соперников. Я могу сказать, 2018 будет большим, очень большим годом для нас. Спасибо большое.